В июне 2023 года администрация Октябрьского района расторгла договор с компанией Бишкек-Вторресурс о вывозе мусора. Теперь мусор вывозит и Тазалык, а жителям района приходят 2 квитанции. Кому именно платить, никто не понимает, хотя каждая компания уверена, платить надо именно ей. Сейчас Октябрьский район и Бишкек-Вторресурс судятся в городском суде. БВР говорят, пока нет окончательного решения, они продолжат работу. А пока суд не вынес вердикт, стороны спорят на улице, в соцсетях и с трибун пресс-центров. Смотрите, фотографирует, он подметает. Я специально непрерывную съемку веду. 2 минуты 20 секунд. Ни один контейнер не был убран. Тарам, БВР. Уятмар бар бу, жоқ бу БВР. В день Октябрьский район выплевывает 150 тонн мусора. Допустим, его вывозит БВР. Допустим, Тазалык обманывает, Тазалыка нет. Вывозит БВР. Куда? Куда ты его вывозишь? По карманам, на Луну. Куда ты его? В подземке куда-то делаешь? Куда? Его же некуда. Некуда же его вывозить, кроме как на полигоны. Покажи договор с полигоном. Поедем посмотрим, там везде есть. Сколько ты мусора вывез. И все, и на этом будет точку поставить. 14 июня санитарный полигон с нами тоже расторг договор на основании распоряжения мэрии. То есть в этом распоряжении нет ни единого слова про Бишкек-Вторресурс. Суд вынес определение о том, чтобы нас беспрепятственно пропускали для утилизации мусора в санитарный полигон. Но, однако, отдельные лица Бишкек санитарного полигона отказались исполнять решение суда, то есть мотивируют тем, что данное решение носит рекомендательный характер. Да, Ислам, прям подъезд, пацаны, поговорим. Ассаламу алейкум. БВР водителісіз, а? Мен тазалықтың директоры болым. Осы атайын қарайын деділі. Бұяқ не, полигон бі? Полигон. Я. Полигон екен. Аким текшереді бұяқтыш? Киргизгені, шыққанды, таразы, еменіш. Жөніле келіп, контрольсіз отчет арасы болмайға. Бұяққа чоңдар сүйлештілер, бұяққа чоңдар документ беріп отыр. Бұяққа полигон барсақ, полигоннан киргизмей қойды. Октябрьский район бір күн шықпай қойсақ, завал. А сілер тазалайсыңдар ғой? Сілер тазалайсыңдар ғой? Точно ғой? Так, ассаламу алейкум барынарға. Сегодня видео посвящается контейнерам. БВР, брат мой, БВР. Посмотри, что творишь, БВР. Посмотри, что приходится делать. Просто посмотри. БВР. Если сейчас БВР скажет, нет, это не мы, это вот это сделали Тазалыка машины. Для сравнения, ни в одном районе, ни в Свердловском, ни в Октябрьском, ни в Ленинском, ни в Чонарыке такой проблемы нет. Компания Тазалык говорит, что вывозит мусор. А каким образом они вывозят? Контейнеры были переданы компании Бишкек-Вторресурс вместе с абонентной базой и площадками по акту приема-передачи. Им обратно никто еще не передавал, потому что мы еще, у нас судопроизводство идет, договор еще действующий. А ты что делаешь? Руку убери, руку, правильно делай, правильно делай. Я руку убери, руку говорю, ты не ори на меня. Ты не ори. Ты не ори на меня. Не ори, говорю. Какой имеешь право орать? Правильно. Что правильно? Руку убери, Алексей. Кому же в итоге платить? Каждая из сторон уверена, что ей. Рамис Алиев уверен в том, что платить людям нужно Тазалыку. Везде говорили о том, что оплачивать исключительно МП Тазалык. Но, к сожалению, появились 3 категории горожан Октябрьского района. Первая категория, которая говорит, я буду ждать решения суда и окончательного решения по этому делу. То есть, как суд решит, я вот на основании решения суда буду. А пока, говорит, я ни тем, ни этим оплачивать не буду. Это первая категория. Вторая категория, которая оплачивала МП Тазалык. И третья категория, которая оплачивала БВР, частная компания. У людей 2 квитанции. Люди не знают, что делать. Хотя людям всем предупреждалось, что оплачивайте только Тазалыку. БВР утверждают, раз они работают и вывозят мусор, то и платить нужно им, пока, опять же, суд не вынесет окончательного решения.
А вот юристы центра Вигенс объяснили редакции, что платить надо тому, с кем заключен договор. Так или иначе, если абонент не платил, то ему все равно придется погасить долг перед компанией, сторону которой примет суд. Но что же будет, если вы платили одной компании, а суд принял сторону другой? И в Тазалыке, и в Бишкекавторресурсе редакцию заверили, что для таких абонентов будет сделан перерасчет, и все их платежи будут учтены. Рамис Алиев сообщил, что Тазалык выставил счета БВР, и они должны будут вернуть эти деньги. В случае же, если суд примет сторону БВР, Тазалык обязан сообщить частной компании, кто им заплатил. С ними проведут взаимозачет и учтут все деньги. В целом, обе стороны согласились, что перерасчет должен быть произведен обязательно. Как долго он будет производиться, конечно, непонятно.